Чао а тутти и бон Натале! Всем привет и счастливого Рождества! На Сардинии этот светлый час уже пробил, и на следующий день после плотного ужина люди обязательно выдвигаются куда-то погулять. Наше Рождество выдалось довольно-таки дождливое, и выйти погулять удалось только к вечеру. И вот такую безмятежную красоту одного из самых известных, любимых пляжей Ла-Маддалены, который называется Басса Тринита, я вам сегодня покажу, и не только это. Мы с вами пройдемся на продуктовый рыночек, затем заглянем в потрясающий, вкуснейший магазин местных сардинских продуктов, преимущественно из мяса, но не только. В общем, оставайтесь на канале, с вами Ольга и мама мия, красотка Сардиния. Напоминаю, что на канале мы путешествуем по острову, изучаем его жизнь с разных сторон. Лазурно-бирюзовые пляжи, каменные скульптуры, подводный мир, продукты, кухню, рестораны, чудесную флору и фауну. Итак, в Рождество погода нас не побаловала солнышком, но температурой, да, было очень тепло даже вечером. И вот что, смотрите, я увидела. Похоже на растаявший снег, правда? Но это то, что подарила миру любовь Афродиту. Снежно-нежно-воздушная морская пена. А теперь перенесемся на продуктовый рыночек Ла-Маддалены. Посмотрите, сколько здесь сыров. Разновидностей пекорино сардо. В этой же палаточке будут и ле сальсичи. Это вот такая сыровяленая колбаска. В основном все они очень вкусные, но мне нравится больше всего из темпио. Это у нас лаперетта или провола. Этот сыр едят либо как гарнир, либо как самостоятельное блюдо, жаря его, либо используют для блюд в духовке, аль форно, то есть запекают его спицей или с баклажанами. В банке в оливковом масле стоят карчофи, они же артишоки. Здесь же мы можем купить и мед. В этой палатке он очень хороший. Вкуснейшую свежую рикотту. Я предпочитаю из овечьего молока. Утром на завтрак с медом просто шикарно. И какие же зимние праздники без мандаринов? Кстати, мандарины называются клементини. Слово мандарины не советую использовать, потому что есть еще мандаранчи. Они более кислые и костлявые. А вот беленькое в баночке — это не маточное молочко пчел. Это мед из карбецела. Он будет такой немножко горьковатый, скажем, на любителя. Итак, на рынке мы купили сыр, мед, баклажаны, кабачки, цветную капусту, авокадо, которая, кстати, растет и на Сардинии, и каштаны. Кастаньи здесь, в принципе, принято жарить в зимний период. И если будете в Ла-Маддалене, запомните название этого места. Бутик делла Карне. Такое гламурное название для магазина продуктов намекает нам на элитную продукцию. И продукция здесь действительно высшего качества. И здесь мы взяли лазанью для первого рождественского блюда. Я однозначно вам советую попробовать спидини. Это такие мясные шпажки. Мы их берем для обеда в обычный день. Получаются как вкуснейший шашлык на сковородке-гриль. Еще здесь вот те кругленькие штучки. Это вкуснейшая ла-бистекка, что переводится как бифштекс. Сейчас вы увидите ла зуппа галурезе, переводится как галурский суп. Но на суп это совсем не похоже, больше похоже на лазанью или на такую сырную запеканку. И почему необычно, за что и назвали супом, внутри есть бульон. А вот это такой большой мясной рулет. Это будет вареная колбаска мортаделла, похожа на нашу любительскую колбасу. И здесь мы можем купить гуанчали, то есть знаменитую свиную засоленную щечку, которая добавляется в итальянскую пасту карбонара. А вот эти два продукта мы с вами сейчас узнаем. Первое – это инсалата русса. Так в Италии называют наш знаменитый салат оливье. Но почему-то делают его несколько жирным. Когда я готовлю его для итальянских друзей дома, все они говорят, что это совсем другое дело. И рядышком с русским салатом находится сало или лардо. А вот эту вещь я вам настоятельно рекомендую приобрести. Это тунец из Карло Форте. Это лучшая рыба в консервах, которую я когда-либо пробовала в своей жизни. Карло Форте — это такой городишко в Сардинии, даже, наверное, больше поселок, где рыбаки специализируются на ловле тунца. И качество продукции там просто высшей категории. По вкусу действительно выше всех похвал. Мы даже возили одну баночку на свою свадьбу в Москву, и гости были просто в восторге. Правда, большая баночка будет стоить от 30 евро и выше, но она того заслуживает. Кстати, сарды никогда не жалеют денег на вкусную еду. А вот в беленькой упаковочке чуть дальше будет зампоне. Это такая начиненная мясом свиная нога. Очень жирная калорийная штука. И едят обычно зампоне на Новый год. Per Capodanno. Потому что в Италии тоже принято на Новый год есть очень много. А вот на Рождество стол скромнее. И традиционным мясом является либо ягненок, либо молочный поросеночек. Здесь также мы можем купить и сыры, и оливковое масло, и бобы в банке, оливки, различные соусы для сыра,
Также различные джемы для круассана или для крепа, для блинов. Конечно же, сухой традиционный хлеб, который называется каразау или гюттау. Вот обратите внимание, как мило оформлен сам магазинчик. В каждом уголочке какие-то приятные фигурки. Рядом с вином рождественский ангел из оливкового дерева. И чему я была крайне удивлена, здесь даже есть панеттоне, то есть сладкие рождественские кексы. И явно они будут эксклюзивные из местной пастичерии. Также есть и новогодняя посуда даже. Всего по чуть-чуть, но очень мило, очень уютно все смотрится. Вот они, кстати, сладкие крема, которые, видимо, добавляют на булочки. И большую часть продукции готовят сами владельцы этой мочелерии. Мочелерия – это у нас то место, где продают мясо. А докупимся мы с вами в супермаркете. И вот отличным подарком будет итальянская кафетьера. То есть такой шикарный прибор для изготовления супернатурального, супервкусного кофе. Называется она мокка. И попробовав кофе из нее, человек больше не может пить другой. С этим кофе просыпаешься с удовольствием. Смотрите, какой милый, чудный шоколадный Санта-Клаус. А вот если на Сардинии сардины, конечно, название острова никак с ними не связано, однако в супермаркете мы, конечно же, их найдем. И лучшими будут сардины Деличус. А вот оно знаменитое, мое любимое игристое Мускат ди Темпио. И он очень сильно подорожал. Стоит 18 евро вместо прежних 12. А это знаменитый ликер Мирто. Его обычно пьют в завершении либо обеда, либо ужина. Он будет сладенький, обладать таким приятным вкусом, но очень крепкий, поэтому больше одной рюмки сарды обычно не выпивают. И пьют его очень медленно. Друзья, я тут научилась готовить настоящую итальянскую карбонару. Готовится просто и невероятно вкусная. Рецепт есть в последних коротких видео. И в последнем влоге много рассказывала вам о панеттоне. И на это Рождество мы открыли для себя новый вкус. Это невероятно натуральный и насыщенный изюмом, кедровыми орешками, цукатами, черносливом. Панеттон из итальянского города Генуя, Дженуа, который можно купить в Италии в сетевом супермаркете Нона Иза. И по традиции панеттон едят после 12 ночи, запивая каким-то игристым спуманте. У нас это было спуманте Буон Анниверсарио. Муж говорит, что его пьют во всей Италии в Рождество или в другой семейный праздник. Действительно очень вкусное, сладенькое. И на Сардинии люди подарили уже свои подарки. Для меня подарком, который меня тронул до слез, стал свадебный альбом, где муж распечатал все наши фотографии со свадьбы. Они так там невероятно уютно, красиво смотрелись. И я хочу сказать, что это совсем другие ощущения, чем от фотографий на телефоне, на компьютере. Вызывает сразу живые, теплые воспоминания, эмоциональные. Может быть, кому-то это послужит хорошей идеей для подарка. И еще у нас появился вот такой друг. Это тренд игрушки этого года в Италии, наверное. Скияча ночи. Он же Щелкунчик. Мужу очень хотелось его купить, но мы его не нашли тогда в магазинах вместе. И я купила его в магазине Легами. Вы не представляете, какой он мягкий, какой он красивый. Теперь нам не страшен никакой мышиный король. Вообще, я даже, хочу сказать, пересмотрела свое отношение к сказке «Щелкунчик». Она действительно наполнена светлым духом волшебства. Такое, которое совершается в особый день, в особый праздник. Благодаря поддержке, благодаря помощи, благодаря силам своей души. Наше перевоплощение, наша духовная эволюция абсолютно возможна. Все сказки основаны на жизни, потому что помним сказка «Ложь, да в ней намек». В ней, друзья, большая сила света, добра, веры в человека. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Дни подготовки, дни празднования. Неважно, какие они эти дни. Важно, что счастливый день, он сегодня, он сейчас. И прекрасное, волшебное, чудесное место – это то место там, где мы, там, где наша душа. В чудесных моментах радости праздника с близкими. Свежего воздуха, лучей солнца, вкусной еды, красивой музыки. Стоит только открыть глаза шире, открыть свою душу чувством светлым. Тут я посмотрела на Рождество в 3 ночи программу о людях, которым уже за 100 лет, и все они назвали 4 вещи, давшим им столько жизненной энергии. Просыпаться радостным от того, что ты живешь на свете, быть из тех, кого не напугаешь, есть меньше мяса, больше овощей и фруктов, и заниматься любимыми делами, друзья, вот так. У меня на сегодня все. Всем отличных праздников. С вами была Ольга и мама мия, красотка Сардиния. Чао, друзья!